Очередное страшное ДТП произошло вчера вечером при въезде в село Барсуки. Осколки стекла и буквально измельченные детали кузова, как результат сильнейшего столкновения, здесь лежат до сих пор. Авария произошла 24 мая примерно в 19:30 на внутренней дороге между селениями Барсуки и Плиево. Столкнулись автомобили марки BMW и ВАЗ-21010. По предварительной информации, причиной ДТП стало грубое нарушение водителя «десятки». Он выехал на встречную полосу. В результате аварии трое пострадавших с различными степенями тяжести были госпитализированы в ИРКБ. Официальных данных по погибшим пока нет. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21010, двигаясь в сторону сельского поселения Плиево, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем BMW. В результате чего, к сожалению, пострадало трое человек, которые находятся в реанимационном отделении. Причины следствия, конечно, проводятся, выясняются все детали данного дорожно-транспортного происшествия, но по предварительным данным. И также водитель ВАЗ-21010 управлял транспортным средством, не имея права управления. Удар был такой силы, что сначала показалось, будто что-то взорвалось, рассказывает очевидец аварии Башир Мартазанов. Он как раз находился неподалеку от места ДТП. هنزيد أول خابئ متوخر شيء غول داوود السجور. يدفع كاس عوين ده حلدي هنا مغت هنغت تجار إذا الشيخ بينو يو نسون واشكت ما بين با. واشكت جبردير هندي. ها يتت لقي لاحتر يتت لي هم بعد دير خزان. На этих кадрах видно приехавших на место ДТП медиков, кругом искореженный металл. Сотрудники поисково-спасательного отряда РЗ стараются побыстрее извлечь зажатого в салоне водителя БМВ. На видео спасатель просит отойти столпившихся и не мешать ему, но просьба остается проигнорированной. Непонятно, чем руководствуются зеваки, когда счет идет буквально на секунды. Хотелось бы обратиться к жителям, автолюбителям, которые при нахождение на месте дорожно-транспортного происшествия не мешали бригаде скорой помощи, бригаде, которая работает службой МЧС, потому что бывают случаи, когда они своими действиями намного больше причиняют вреда пострадавшим, пытаясь помочь извлечь из транспортного средства, дать работать специалистам для того, чтобы сегодня сберечь человеческие жизни. И при проведении на месте ДТП оперативно-профилактических мероприятий, которые нужно выявить различные причины, взять определенные улики для того, чтобы сегодня видеть ясную картину, не мешать. После аварии в социальных сетях некоторые стали жаловаться, что на этом участке отсутствуют дорожные знаки и разметки. Как оказалось, безосновательно. Здесь установлены знаки, запрещающие обгон и уведомляющие водителя, что он на главной дороге. К слову, ДТП на этом отрезке – дело нередкое. Зачастую автолюбители пользуются тем, что здесь не установлены камеры, фиксирующие скоростной режим. Регион буквально захлестнуло чередой страшных ДТП с трагичными последствиями. В социальных сетях почти каждый день публикуются посты о погибших и пострадавших в результате аварий. В одной из таких в Альтиеве несколько дней назад погибли 2 человека. У одного из них в реанимации скончался ребенок. На сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 72 случая ДТП, где погибло 23 человека и 123 получили ранения различной степени тяжести. Среди них 11 несовершеннолетних. Между тем, с началом летних каникул в ГИБДД призывают автолюбителей быть более бдительными и аккуратными на дорогах. Конечно же, с наступлением летних каникул у нас очень большое количество детей будет проводить свой досуг именно на улицах. Они будут, конечно же, пытаться управлять велосипедами и кататься на проезжей части. На что госавтоинспекция обращает каждый год очень большое внимание, работает именно с юными пешеходами. И большая просьба к водителям соблюдать скоростной режим. Дети, они непредсказуемые, они ведут себя, ввиду своих психологических особенностей, как дети, и они не думают о том, что кто-то может причинить им зло. Не совершать выезд на встречку, не садиться за руль машины в нетрезвом состоянии, не превышать скоростной режим, пользоваться ремнями безопасности и, конечно, не перевозить детей без детских кресел. Эти и другие правила безопасной поездки в надежде быть услышанными неустанно просят соблюдать сотрудники ГИБДД, религиозные деятели и просто неравнодушная к ситуации общественность. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.